Сироты Паши и Шаши, а также три богача, которые не дают покоя главным героям пьесы, пытаясь отобрать волшебную шапку у бедняка Хасана. В «Ночь искусств» история о том, как доброта и честность побеждает жадность и лень, вновь возродится на сцене театра юного зрителя. Спектакль по мотивам пьесы ингушского классика Саида Чихкеева «Волшебная шапка» уже полюбился маленьким поклонникам театра. Несмотря на это, репетиции кукольники проводят в усиленном темпе, чтобы не разочаровать своего зрителя. Артисты проведут для детей мастер-класс, познакомив их с работой кукольника за ширмой. Театрализованная экскурсия пройдет по цехам театра, где ребята и их родители познакомятся с мастерством бутафоров, конструкторов, художников. Перед началом спектакля у нас будет разыгрываться викторина, именно приуроченная к Ночи искусств. Здесь викторина театральная будет, разыгрываться будут призы, награждения будут, дипломы будут в этот день получать наши детишки. И мне, конечно, пользуясь случаем, хотела бы пригласить и мам, и пап, и детишек, которые любят театр, прийти и с нами провести этот праздник. Удивлять своих гостей будут и в Музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Вниманию посетителей будет представлена программа, которая позволит поближе познакомиться с историей ингушского народа посредством экскурсий, демонстрации экспонатов, фотовыставок. При Музее краеведения нашем действует международная художественная картинная галерея, которая была инициирована Ассамблеей народов России, то есть ее членом, заслуженным художником России Владимиром Михайловичем Реутовым. И вот эта выставка уже открыта и сегодня представлена в новом зале нашего музея. Десятки работ юных художников из Ингушетии побывали во многих странах Европы. Впрочем, раскрывать всех секретов работники музея не торопятся. Узнать подробнее о создании галереи и познакомиться с работами начинающих талантов все желающие смогут уже 4 ноября. В Краеведческом музее пройдет демонстрация двух фильмов исторических. Это «Весна на Заречной улице» и «Стена». Мы будем также общаться с детьми, задавать им вопросы на эти фильмы после просмотра. Будем вести с ними диалог, рассказывать ту нашу историю, которую сегодня в данное время дети не помнят. Но помню такое поколение, как я, и более старше меня. Эта ночь соберет не только любителей истории и искусства, но и ценителей отечественного кинематографа. В рамках всероссийской акции в Центре культурного развития города Магаз состоится бесплатный показ художественного фильма «Легенда номер 17», снятый в 2013 году режиссером Николаем Лебедевым. Чем больше ты вкалываешь, тем больше они от тебя требуют. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о восхождении к славе советского хоккеиста Валерия Харламова и о первом матче суперсессии СССР-Канада 1972 года. Несмотря на то, что киноленту нельзя отнести к новинкам, фильм был выбран не случайно. «Ночь искусств» проходит в День народного единства, поэтому свою программу все учреждения пытаются составить в патриотическом направлении. Наша сборная приехала побеждать. Всероссийская акция «Ночь искусств» проводится не в первый раз и уже успела заработать статус традиционной. В этом году девиз акции «Искусство объединяет». Почти все музеи, театры, выставочные залы и библиотеки страны в этот день будут работать бесплатно и до полуночи. Впрочем, республиканские учреждения культуры ограничивают время акции до 10 часов вечера. Более точное расписание необходимо уточнить в конкретно выбранном музее или театре. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.